Лидер уйгурского движения Рушен Аббас, который поддерживал контакты на Тайване после визита в Японию, заявил, что уйгурские женщины вступают в брак с китайцами и подвергаются принудительным абортам, и что эта практика является частью геноцида. Обращаясь к ООН, Аббас сказал, необходимо принять меры, чтобы остановить геноцид уйгуров. Аббас подчеркнул, миллионы уйгурских детей помещаются в детские концентрационные лагеря или школы-интернаты, превращаясь в людей, которые отрицают уйгурскую культуру и признают, что они китайцы. ООН и все страны мира должны противостоять тотальной войне, развязанной администрацией Китайской коммунистической партии за человеческое достоинство, демократию, права и свободы и принять меры, чтобы остановить геноцид уйгуров. Конец цитаты. Бангкок-Пост, одна из ведущих газет Таиланда, опубликовала статью 24 февраля, предупреждая, что пришло время решить проблемы уйгурских беженцев, содержащихся в заключении в Таиланде. В редакционной статье отмечалось, что 49-летний уйгурский фермер Азиз Абдулла, долгое время содержавшийся в иммиграционном центре в Таиланде, умер на прошлой неделе от пневмонии. В статье критиковалось, что военный режим Таиланда передал Китаю более 100 уйгуров, которые должны были быть отправлены в третью страну в 2015 году, уступив давлению Пекина, и, как сообщается, об этих уйгурах больше ничего не было слышно. По данным China People's Network, на фоне роста международного спроса и стоимости хлопковой пряжи и рынка хлопчатобумажных тканей стало известно, что китайский режим начал новую специальную железнодорожную экспедицию для доставки хлопковой пряжи в Китай, сконцентрировавшись на производстве хлопчатобумажной пряжи в Восточном Туркестане. В заявлении Центрального управления грузовых перевозок Кашгара, филиала китайской железнодорожной компании в Урумчи, говорится, в этом году китайское железнодорожное управление в Восточном Туркестане сосредоточилось на перевозке большого количества товаров, обеспечив поставку хлопка высшего качества. Официальный представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер выразил обеспокоенность тем, что Китай, который ранее объявил о своем нейтралитете в украинско-российской войне, может отказаться от этой позиции и поддержит Россию. Райдер сказал, мы еще не видели, чтобы Китай поставлял оружие в Россию, но мы знаем, что они не исключают этот вариант. Райдер заявил, что если Россия получит оружие, это будет дорого стоить Китаю, и заявил, что Пентагон предупредил об этом Пекин. «Голос Америки» сообщает, что канадские политики, авторитетные деятели и бизнесмены стали основными целями китайских шпионских операций, когда Китай использовал различные методы, в том числе шантаж и подкуп, чтобы использовать разные организации и разных людей. Так, китайские власти даже использовали Банк Китая, чтобы повлиять на внутренние дела Канады, вмешавшись в выборы. Согласно сообщению канадской газеты «Глобус и почта», официальные лица канадской службы безопасности и разведки сообщили, что Китай конфисковал секретные документы, описывающие шпионские операции в Канаде. Приложение для искусственного интеллекта ChatGPT, разработанное американской компанией OpenAI, используется миллионами людей по всему миру. Китайское правительство утверждает, что ChatGPT – это инструмент, разработанный для распространения дезинформации и американской пропаганды.